Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Казань – тысячелетняя история, искусство, музыка. Там каждый исторический период имеет свои характерные особенности, и людям всегда это нравится. И вот, например, средневековая эпоха, Казанское ханство. Вот на каких музыкальных инструментах играли, как пели, как одевались. Все это очень интересно. Люди могут прикоснуться к самым разным слоям культуры. И часто бывает, что исторические какие-то у нас уже пласты культуры уже остались только в памяти, письменной или в устной памяти. Но тем не менее они остались, и люди хотят, чтобы эту культуру можно было бы туда вот войти, почувствовать себя близкими к своим предкам, так скажем, и своим предшественникам. Мы в Казанской консерватории занимаемся вот изучением вот как раз средневековых, допустим. Нельзя сказать татарских, но в то же время можно сказать, что это татарских. Потому что, в принципе, эти инструменты общие, общевосточные, но в то же время их применяли здесь, в Казани. Значит, они и татарские, может быть. Ну, классические инструменты, если возьмем, вот, так сказать, тюркский слой, это, конечно, думбра. Думбра, кубыз. А если вот такие придворные инструменты взять, то это танбур, канун, най. То есть они больше похожи, скажем, вот на инструменты, которые играют в Таджикистане, Узбекистане. И звучание такое же было? И звучание такое же было, потому что наши местные, молодежь ездила учиться туда. Осваивали они? Ну, конечно, да, потому что это там были центры духовного развития, ну и в то же время тогда были суфии, суфийское искусство, конечно, все это влияло, и все опять-таки это привозилось в наши края, и здесь уже она принимала местный облик. Все равно, вот, например, баиты, мунаджаты мы слышим, все равно пентатонное они звучание, а там, скажем, в Бухаре они уже более такие, лады там свои уже.
vatandır Özbekistan В Казанском ханстве, допустим, были оркестры, ансамбли. А какого они типа были? Когда изучаешь и знакомишься с источниками, оказывается, что в то время Казань тяготела к Средней Азии, к Бухаре. И многие музыканты, поэты приезжали в Казань. И наоборот, казанцы ездили учиться туда, допустим, Герат, Бухара и Кабул. В общем-то, достаточно так вот интенсивные связи были. Сегодня мы находимся в гостях в Казанской консерватории, в Центре музыкальной культуры всего Поволжья. Здесь занимаются изучением фольклорной традиции всех народов, проживающих в нашем регионе. Состоялось очень интересное общение, очень насыщенный форум, где были и доклады, и обсуждения, и дискуссии, и звучала музыка. Поскольку здесь участвовали авторы многих международных и энциклопедических изданий по проблематике, по современной музыкальной тюркологии, по востоковедению, известные культурологи, то обсуждались самые разные темы. Это было очень полезно для молодежи. Известно по трудам ваших ученых, крупных теологов, скажем, Шейхабеддина Марджани, десятки, сотни, тысячи шакиртов и духовных деятелей посещали Бухару, другие города Средней Азии. Они там обучались. Они вывозили оттуда, привозили рукописи, книги, знания. И обратное движение было из Средней Азии. То есть объемы этого общения нам еще не в полной мере неизвестны. Но определенно можно сказать, что это было очень близкое родство, взаимодействие культур. Широкий культурологический подход, лишь он может обеспечить действительно объективность в направлении исследований. Не отдельно искусствоведение, не отдельно этнография, не отдельно востоковедение,
А исследование, которое находится на стыке всех этих наук, тогда мы словно в 3D-модели можем представить предмет нашей беседы. Он приобретает не только вид, да, он приобретает и конкретику, плоть и кровь, если можно так сказать. Этой конференции я рассказывал о том, чем я занимаюсь. Я изучаю турецкую национальную традицию, я играю на инструменте баглама, называется. Это турецкий национальный инструмент с длинным грифом. Вчера на мероприятиях конференции я приводил примеры турецких национальных напевов, различных техник исполнительства и многое-многое другое. К сожалению, я не очень хорошо знаком с татарской национальной музыкальной традицией, но то, что я услышал вчера, какие-то мелодии, которые построены на пентатонном звукоряде, на пентатонике, конечно, это оказалось близким моему слуху, но мы должны больше изучать это направление. Мы, как татары, как часть вот этого тюркского мира, должны себя ощущать в нем, должны понимать, кем мы здесь являемся. И вот в этой большой мозаике разноэтнической понять наше место. Тем более тюркский компонент вот в нашем становлении, в становлении татарского этноса занимает преимущественное положение. И вот эта идея, которая созревала достаточно давно, она наконец получила свою реализацию и стала первой конференцией в рамках нашего задуманного в консерватории цикла «Музыка в диалоге культуры». Я думаю, что наша первая встреча, мне кажется, что она прошла на самом высоком уровне, и это отмечают все наши участники, которые приехали к нам из Лондона, из Туркменистана, из Азербайджана, из Турции, из Узбекистана. У нас участвовали ведущие востоковеды, музыковеды, специалисты в этой области. Они отмечали, что действительно конференция прошла на высочайшем уровне. И этот уровень касается не только каких-то технических моментов организации, а этот момент касается именно того, что был диалог, было общение, которое наполнило чем-то новым и гостей, и принимающую сторону, то есть нас.
комплекс вопросов, точнее, был связан с культовой традицией, с традицией духовных песнопений у тюркских народов. И в особенности, конечно, у татарского народа, у Поволжья, мусульман Центральной России, поскольку это для нас тема еще малоизвестная, хотя здесь много уже внесено, большой вклад внесен учеными, прежде всего, Татарстана и вообще России в целом. Но, тем не менее, много и много еще не изучено жанров, видов песнопений религиозных, духовных песнопений, суфийское направление внутри вот религиозных песнопений. Это, ну и деятельность отдельных представителей и композиторов. То есть это был широкий спектр вопросов, охватывающий в разные стороны. Хочу поздравить всех с праздником месяцем Рабиуль Авваль. То, что касается мой приезд в Татарстан, я часто приезжаю в Татарстан, не только этим событием, и бывают разные конференции, разные мероприятия, мы всегда принимаем активное участие в Татарстане. Дагестанская община Казани собралась по случаю Мавлида и провела торжественный вечер под названием «Наследие предков», приуроченное священному месяцу Рабиль-уль-Авваль. В этом месяце все мусульмане стараются праздновать и поздравлять друг друга. И особенно у нас в самом Дагестане люди стараются изучать о жизнеописании пророка Мухаммада, мир ему и благословение. И также у нас в самом Дагестане бывают разные конкурсы, связанные с жизнеописанием пророка Мухаммада. Также мы стараемся в этом месяце выезжать на разные территории региона, где проживают и дагестанцы, и где проживают мусульмане, чтобы встречаться с ними и поздравлять их, и стараемся отвечать на их вопросы тоже. Мероприятие в честь месяца рождения пророка Мухаммеда посетили также заместитель муфти Дагестана Магомед Магомедов. Среди почетных гостей был и муфти Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Мне это интересно и близко, поэтому хочу поучаствовать. В том году я не участвовала, не знала про это. Вот. В этом году пригласили, решила поучаствовать. В ходе мероприятия были исполнены манаджаты, салаваты, вручены благодарственные письма и подарки, а также проводились исламские викторины. Татарстан и Дагестан всегда они узнавали друг друга, они были всегда связаны не только сейчас с нашим приходом, они были со времен пророка, со времен сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что, вы знаете, на территории Российской Федерации первым мусульмане стали в Дагестане в город Дербент. Прибыли туда сподвижники пророка во время Умар бин Хаттаба, Умар Асхаба, радiyallahu анху. И тогда еще мусульмане приняли ислам. И вы знаете историю Булгара, куда и пришли и сподвижники, как в истории говорится, что похоронено в Булгарах. И также мусульмане там приняли ислам. Выступавшие богословы Татарстана и Дагестана говорили о милости Всевышнего Аллаха, который послал нам пророка Мухаммеда. Проходит мероприятие ежегодно, регулярно. И отношения у нас укрепляются между Татарстаном и Дагестаном. Нашего народа укрепляется. Радует, что эти взаимоотношения поддерживаются и не только крепнут в наших уровнях, уровне чиновники или представители духовенства. Наша диаспора регулярно организовывает такие встречи, учитывая значимость и роль представителей духовного и влияние на молодежь. Можно сказать, что это серьезный фактор профилактики радикализма и экстремизма среди молодежи.
Татарстан приезжают как авторитетные ученые-богословы, так и спортсмены Республики Дагестан часто. Поэтому я думаю, еще много раз порадуемся тому рода встречи, мероприятия, которые мы ежегодно проводим и будем продолжать проводить. И посмотрим, как у нас все это. Мы порадуемся тем, что у нас ежегодно проходят такие мероприятия, и будем стараться еще каждый год все больше и больше народ собирать. Yalı hatta şıkbır tüge İske ala mümin Müslümanlar varsa dürüsler Görsettin sin tura yoluna Muhammed Salavat hamsina selam Muhammed Salavat hamsina selam Muhammed Muhammed bir Allah'ın süyüklüsü Muhammed Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed bir Allah'ın peygamberi Muhammed Sine gittin kaldı bizge amellerin Tırmışın hadislerden bizge delil Sine gittin kaldı bizge namaz dua Şanı künelden Yalvarabız bir Allah'a Muhammed Salavat hamsina selam Muhammed Muhammed bir Allah'ın süyüklüsü Muhammed Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed bir Allah'ın peygamberi Muhammed Eydiniz birge Muhammed bir Allah'ın süyüklüsü Muhammed Kaldı bizge Kur'an Kerim Muhammed bir Allah'ın peygamberi